везут. Иди сюда, машина тут. Люди на берегу замерли в ожидании. В лодке тот, кого они искали двое суток, без сна и отдыха. 7-летний Ринель Ганиев, истощенный, искусанный насекомыми, замерзшие ноги сведены судорогами, но главное – живой. Слава Богу, не шубся. Привет, Ринель. Привет. Как ты? Опа, это тебе подарок от всех. Сегодня он уже уверенно пожимает руки своим спасителям, хотя на коже по-прежнему нет живого места от укусов. В тело успели впиться 6 клещей, а еще комары, мошкара. В глухом лесу ребенок провел 2 ночи, абсолютно один, в тоненькой футболке и шортах. Пил воду из реки, спал на земле в горной местности, где температура ночью опускалась до 4 градусов. Трудно представить, какой ужас в этот момент испытывал малыш. Что по здоровью у вас? Все хорошо. Стабилизировались. Активно. Убегать-то не хочешь больше? Нет. Ну, наверное, чудо. Господь сохранил. Дал жизнь, чтоб он жил. Волонтеров много было. Спасибо им огромное. Тем, кто принимал вообще участие в поисках. Всем спасибо. Ринель, ты больше не теряйся, ладно? Хорошо? Давай выздоравливай, чтобы тебе все хорошо было. Расти. Маму слушайся, хорошо? Лейтенант полиции Валерий Садридинов был в составе поисковой группы, которая первой обнаружила Ринеля в лесу. Услышав стон ребенка, оперативник бросился через глухие заросли. Под ногой хрустнуло гнилое бревно, и мужчина в падении вывихнул руку. Сегодня прячет ее от нас. Говорит, боли в тот момент даже не почувствовал. В голове была одна мысль – помочь как можно быстрее. Он стоял, получается, вот эта веточка, и он за нее держался, и вот просто вот держался, может, из последних сил он держался. Это его носки, вот, они все, он был без сандалий, они были все истоптаны и были очень мокрые. Мы сразу сняли их, эти носки, были у нас обычные перчатки белые, чтобы, так как местность очень такая крапивная и колючая, грубо говоря, мы сняли эти перчатки с себя и надели на его ноги. Носки, истертые до дыр, до сих пор лежат на том же месте. Мальчик прошагал в них по лесу как минимум 8 километров, без обуви. Сланцы, в которых он вышел из дома в деревню Урмантау Салаватского района, Ринель потерял еще в самом населенном пункте. А нашли его близ деревни Первое Дельбаево. Там, где поначалу даже не искали, потому что это слишком далеко для 7-летнего ребенка. В указанном месте недалеко был обнаружен один сланец его. Был предъявлен родителям, которые опознали как сланца Риналя. Собака взяла след и повела в том направлении по грунтовой дороге в сторону леса, где след потеряла. Как рассказали местные жители, с Ринелем, который испытывает проблемы с речью, обычно всегда гулял его старший брат. Но на этот раз мальчик сумел как-то улизнуть из-под присмотра, побежал буквально куда глаза глядят. Небольшая речка Отавка, приток Юрюзани. Именно здесь, в самом центре деревни, Ринеля видели последний раз перед исчезновением. Около этого пешеходного мостика его встретили 2 детей, которые катались на велосипедах. По их словам, мальчик гулял вдоль берега и гонял пасущихся коров. Ринель, если ты меня слышишь, иди на мой голос. Это реальные кадры, снятые во время поисков Ринеля. А сегодня мы решили повторить его маршрут и были поражены. Мальчик прошел по абсолютно диким местам, без единой тропинки. Даже нам, взрослым, оказалось настолько сложно идти сквозь заросли, что часть пути решаем пройти по воде. Папоротник, вот, человеческий рост, но тут не только папоротник, но другие травы, крапива в том числе. Ребенка такой территории, ну как увидеть? Следователь Герман Пиманов в числе первых принял участие в поисках. За 2 суток прошел по бурелому десятки километров. Как раз он на этих кадрах передает ребенка с лодки на берег. Он же обнаружил и следы Ринеля, место его ночевки в лесу. Я увидел лежанку ребенка и след, который уходил по ложбине вниз. Лежанка такая горная, может, остатки, наверное, от горы, она как накрывала сверху, внизу каменное покрытие, на котором ребенок лежал. Съемка тепловизором с воздуха показала, этот лес кишит дикими животными. Лоси, кабаны. Ну, короче, реально поосторожней, гадюки есть. А буквально в 200 метрах от места, где ночевал мальчик, нашли свежие следы когтей медведя на дереве и разоренный им муравейник. В то, что в таких условиях ребенок будет найден живым и невредимым, многие уже не верили. Мы все, когда шли, кричали: «Ринель, выходи, Ринель, отзовись, мы тебя ищем». Он подал, наверное, уже из последних сил подал нам сигнал, простонал.
Мы все к нему подбежали. Ринель, Ринель, ты живой, ты все хорошо у тебя. Тут голова кивает, да. Радость переполняла. Когда увидели, честно говоря, у меня сердце затронуло до такой степени. Ребенок стоял истощенный. Он, увидев нас, больше нас он обрадовался. У него глаза загорели. Я дал свою куртку, его укутали, смотрели, жив-здоров. Но хэппи-энда могло и не быть. Найти мальчика помог счастливый случай, а точнее внимательность и ответственность другого ребенка. 11-летний Юра Ложкин вместе с отцом сплавлялись по реке. И именно Юра услышал плач Ринеля откуда-то с берега. Туристы причалили, прочесали кустарник, но ребенка не нашли. Позвонили в диспетчерскую службу. Информацию принял сотрудник администрации района Айгиз Ахмедьянов. Сам отец двоих детей, он в составе поисковой группы тоже выдвинулся по указанным координатам и вместе с остальными обнаружил малыша. Мы говорим по рации: скажи всем привет. Он буквально четко говорит всем привет. Скажи, что тебя нашли. Говорит, что меня нашли. Понимаете? Изначально это мы как понимали, что ребенок не разговаривает, а здесь по факту он сам обрадовался и по рации всем говорит привет. Это было нечто, это незабываемое. В эти дни Ринель стал родным для множества совершенно незнакомых ему людей. Чужая беда сплотила сотни человек, и отнюдь не только тех, кто был здесь по долгу службы. В сложнейших поисках принимали участие жители окрестных деревень, добровольцы поисковых отрядов. Многие приехали из Уфы, Челябинска, Магнитогорска, Екатеринбурга. В школе села Урмантау был развернут оперативный штаб. Все эти улицы были забиты автомобильными средствами, около 250 человек. Поиски они продолжались круглосуточно. Вот один из кабинетов, где вот мы проводили утренние и вечерние заседания оперативного штаба. Даже наши карты остались, вот видите, местности карты, вот видите, да? Вот такую кастрюлю 2 каждый раз варили. Утром, в обед и вечером. Все это время была на ногах и школьный повар Рушания Мингажева. Готовила еду для тех, кто участвовал в поиске. Чай заваривала в 200-литровом котле, чтобы хватило на всех. И с надеждой расспрашивала поисковиков, возвращавшихся из леса. Уставшие, конечно, но они приходили, покушали и опять уходили. Они не отдыхали, но я не видела, чтобы они отдыхали, сидели. Но переживали, конечно. Вот с работы пришла, я думаю, может, посплю, не могла спать. Представляете, как будто бы твой ребенок это. Приходилось отрабатывать сразу несколько направлений. Это были и водолазные работы, и поиск в лесу, и в горах. Вот, например, добровольцы едва не падают, спускаясь по отвесному каменистому склону. Не исключали и криминальный характер исчезновения. Следователи допросили каждого жителя деревни, особенно ранее судимых. Тщательно исследовали и большую пещеру близ деревни. Спасателями была исследована полностью пещера. Пещера очень большая, большие залы имеются, однако его следов там не обнаружено. У нас был вертолет, квадрокоптеры поднимали, беспилотные аппараты с тепловизорами приезжали, плавательные плавсредства, квадроциклы. Все это было задействовано. Ну неужели жив? Неужели? Ну хоть бы. Потом уже я убедилась, что точно живой. Я сейчас говорю, у меня мурашки по коже. Это потому что это настолько, это такие эмоции, во-первых. Во-вторых, это как чудо воспринимаешь. 2 суток в лесу, где медведи. Температура воздуха ночью +4, мы в куртках ходили. Ребенок в футболке, и вот он вообще молодец, он прям боец настоящий. Именно ради таких эмоций добровольцы занимаются поисками, говорит представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олеся Пышкина. Школьный учитель в прошлом, она пришла в отряд 3 года назад, и вскоре поиски стали главным делом ее жизни, за которое она не получает ни копейки. Свою нынешнюю работу она специально подыскивала так, чтобы была возможность совмещать с волонтерской деятельностью. А в глазах окружающих часто видят недоумение, мол, зачем? Я всегда говорю людям, которые жалуются, что все плохо, все не так. Я говорю, что ты сделал сам, чтобы стало лучше. Вот для того, чтобы общество стало лучше, для того, чтобы не терялись дети, для того, чтобы люди смогли увидеть своих родных, мы занимаемся поисковой деятельностью. Но, конечно, далеко не у всех историй бывает счастливый финал. Глубокий след в памяти поисковиков оставила недавняя трагедия в Гафурийском районе, очень похожая на историю Ринеля. Такой же неговорящий ребенок, также гулявший по берегу реки. 9-летнего Рустама искали больше 2 недель. Снова в горах и лесах с медведями. На этот раз поиски осложнялись еще и выпавшим снегом. У меня зима здесь началась. Так здесь пусто, следов нет.
В ходе этих поисков близ деревни Нижний Ташбукан на 2 часа техникой перекрыли русло небольшой реки. Здесь на дне и нашли тело мальчика. И самым страшным, говорят добровольцы, в этой истории для них оказалось равнодушие людей. То есть ребенка видели, он стоял на берегу реки, ребенок особенный. Почему-то никому это не показалось странным, никому это не показалось опасным. То есть были свидетельства, что его видели там, около реки, здесь, в этот день. Больше тяжело от осознания того, что трагедия могла не случиться, если бы люди с большим участием друг к другу относились. Вот это тяжело. История отряда «Лиза Алерт» в России началась 10 лет назад, когда в Подмосковье потерялись 5-летняя девочка Лиза Фомкина и ее тетя. В то время волонтерских поисковых отрядов еще не существовало, а правоохранительные органы в первые дни практически не искали потерявшихся. Тогда незнакомые люди впервые объединились, чтобы искать, но еще не умели этого делать. Тело Лизы нашли в лесу на 9-й день. Девочка замерзла. По словам врачей, добровольцы опоздали всего на день. С тех пор поисковые отряды, названные в честь погибшей Лизы, стали появляться в разных регионах страны. И теперь это настоящие профессионалы, работающие по-прежнему бесплатно. Пропала девочка Олеся, моя тезка, со своей тетей в лесу. И это просто я говорю, это наша Лиза Фомкина, мы обязаны их найти. Мы их нашли, они нашлись живыми. Этот поиск конкретно для нас, по крайней мере, он показателен, что когда-то не успевали найти, не могли, сейчас мы можем. Мы это сделали. Ради этого стоит заниматься поисками. По статистике, если поиски начаты в первый день, шансы найти потерявшегося живым равны 95%. На второй день они уменьшаются почти вдвое, а на третий день падают до 30%. И хуже всего, говорят волонтеры, это неизвестность, как, например, в нашумевшей истории уфимской семьи Мазовых. Отца с 2 детьми ищут уже больше полугода. Недавно спасатели возобновили поиски на воде, но результат по-прежнему отрицательный. Каждый человек должен вернуться домой. То есть никто не должен быть потерян, потому что это очень страшная история, когда человек ушел из дома и не вернулся. Главный мотив – это вернуть его домой, даже если он погиб. Они привыкли не проходить мимо даже там, где на первый взгляд помощь не нужна. Во время учений в парке лесоводов добровольцы натыкаются на нетрезвого мужчину. Но ведь и это чей-то отец, сын, брат, которого ищут. Родственники есть? Есть, все. Однажды мы, собирались с ребятами, сидели, обсуждали тоже этот момент, почему же мы такие. И один из поисковиков выдвинул теорию о том, что, возможно, у нас какой-то сбой в ДНК. У многих из них в машинах 2 комплекта одежды. Спецовка и термобелье для ночных поисков и костюм с галстуком, чтобы с утра сразу на работу. Они не ищут ни признания, ни денег и сами до конца не понимают, что их толкает бросать все дела и мчаться на поиск незнакомых людей. Говорят, единственная награда для них услышать 2 коротких слова: найден, жив.